хождение других людей не мешало сконцентрироваться. Вот у нас специальная такой терраса. Специальные полы создают шумоизоляцию, чтобы одни читатели не мешали другим. Трансформация бывшего национально-культурного центра в многофункциональный состоится после переезда сюда Национальной библиотеки. НКЦ теперь будет не узнать. Сейчас вовсю идут строительные работы. Здесь колоссальный блок, который посвящен работе с книгой, оцифровке, реставрации. Здесь закуплено реставрационное оборудование, потому что, конечно, огромное количество наших памятников письменности нуждаются в бережном отношении и в профессиональной квалифицированной работе. Трансформация ждет не только сам центр, но и саму библиотеку. На первом этаже современная читальная зона. Здесь свои пространства будут у детей, подростков, а еще музыкальные и компьютерные залы. Даже своя студия звукозаписи и театр «Горожан». На втором уже зал классический для чтения и работы. Только здесь будут доступны читателям 150 тысяч книг и документов на разных языках. Фонды, которые современные технологии позволят их сохранить, позволят сделать процесс их изучения захватывающим процессом не только для жителей Республики Татарстан, но и многих людей, которые проживают за ее пределами. Ну и, конечно же, они должны стать интересными и привлекательными для наших юных читателей. Так, например, за 6 месяцев прошлого года библиотеки Казани посетили всего 6% жителей. После перезагрузки нацбиблиотека должна стать местом притяжения. Эту цель коллектив будет реализовывать уже с новым руководителем Мадиной Тимирзяновой. Сегодня ее представили коллективу. Это такая блестящая площадка для самореализации, чтобы креативная молодежь, креативный средний возраст и люди, которые традиционно любят библиотеку, им будет почему сюда приходить. Обычно мужчина делает предложение девушке, да? А я сейчас делаю предложение Табрису стать моим замом. Заместителем Мадины Тимирзяновой стал Табрис Ярулин. Он в том числе будет отвечать за работу с городской татарской молодежью и реализовывать проекты на площадках нацбиблиотеки. Помимо открытого хранения, будет целых 6 книгохранилищ здесь в подвале. Стеллажи уже завезли. И только представьте, здесь разместят 2 миллиона книг. Пространство уже оснастили специальной системой регулирования влажности и климат-контролем. Обновление здания планируют завершить к сентябрю. После нацбиблиотека сразу переедет сюда. А дом Ушковой, где находилось книгохранилище, раньше будут реставрировать. Вероника Гайнудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Все новости дня в выпуске программы «Новости Татарстана» на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.